Друзья, приветствую вас на канале Music Travel. Мы продолжаем наше путешествие по стране души совместно с ребятами из активного отдыха в Абхазии, которые помогли нам с организацией этой поездки. Ссылку на их сайт и инстаграм, где вы можете заказать любую экскурсию по стране души, я оставил в описании к видео. Ну а сегодня мы увидим с вами знаменитую Черниговку, озеро Скурча, узнаем историю Бесследской ГЭС, а по пути проверим свои нервы проездом по подвесному мосту. Готовы? Тогда поехали! Озеро Скурча – это искусственный водоем, образовавшийся на месте старого карьера. Как выяснили ученые, это своего рода уменьшенная модель Черного моря, и глубины его также заражены сероводородом. Это неудивительно, ведь здесь нет освежающих воду течений. Площадь озера не менее 140 гектар, а глубина его достигает 26 метров. Есть в озере и более глубокие колодцы, но жизнь здесь сосредоточена в основном только до глубины 2 метра от поверхности летом и 5 метров зимой. А в зной здесь и вовсе наступает пора заморов. Все живое в озере погибает или прячется в протоке каналов, впадающих в озеро с севера. Многих интересует, какая вода в озере на вкус, ведь с одной стороны оно соединяется с морем, а с другой с рекой. Оказывается, пресная и соленая вода в озере располагаются по принципу слоеного пирога. Сверху пресная, а внизу соленая. Очень красивое место для спокойной прогулки или пикника. Рекомендую вам побывать здесь хотя бы один раз. Ну а мы с нашим другом и водителем Бесланом Зауровичем едем дальше, в знаменитую Черниговку. И вот, наконец, после небольших приключений мы добрались до Черниговки, которая имеет и абхазское название Адзина. Населенный пункт является поселком, частью села Мерхиул, что расположился в верховье реки Малая Мачара. Место примечательно рестораном Асир, что в переводе означает «чудо», которое возвели на месте малой гидроэлектростанции. Ее когда-то распорядился построить для своего родного села Мерхиул сам Лаврентий Берия. После войны электростанция пришла в упадок, но местность очень удачно приспособили под ресторан и прекрасную зону отдыха. Если вы решите пообедать в ресторане, то на обед стоит заложить не менее часа. Обслуживание здесь не быстрое, да и окружающие виды настраивают на неторопливое времяпрепровождение. При ресторане функционирует погреб с домашним вином, а также есть свежевыжатый сок из местных мандаринов. По ценам я, к сожалению, не смогу вас ориентировать, так как мы решили не тратить время на обед, а посвятить его прогулке по ущелью. Само ущелье небольшое, поэтому маленькие дети не устанут. Полная прогулка займет у вас примерно 30-60 минут, ну а с обедом закладывайте смело часа 2,5. Мостки в ущелье проложены вдоль реки, вода в которой прохладная и прозрачная. Кто-то даже отваживается в ней искупаться, что в принципе даже удовольствие в жаркий полуденный зной. В ущелье повсюду красивые водопады, водяные мельницы, потоки воды, озера. Растительность тоже впечатляет, деревья, которым несколько тысяч лет поросли мхом. Заранее позаботьтесь, кстати, об удобной обуви для прогулки, так как вокруг все влажное и очень скользко, поэтому никаких сланцев, только удобная обувь. Ну а мы, насладившись потрясающими видами Черниговки, двигаемся дальше, в сторону Бесследской ГЭС, и по пути сделаем остановку у знаменитого Бесследского моста.
мост – это один из древнейших архитектурных памятников в окрестностях Сухума. Строительство моста датировано XI-XII веками. Это единственный памятник гражданской архитектуры периода Грузинского царства, сохранившийся на территории Абхазии. В народе его еще нередко называют мост царицы Тамары. Конечно же, одна из древнейших построек в окрестностях Сухума за почти тысячелетнюю историю обросла легендами. И самая популярная рассказывает о нападении на Абхазию вражеского племени. Местные воины решили обхитрить врага и встретить его с тыла, но для этого им нужно было быстро пересечь реку Басла. В кратчайший срок они построили мост, используя всего 3 компонента – камень, песок и куриные яйца. Абхазские воины разгромили войско, а мост стоит уже почти 1000 лет. И вот мы добрались до конечной точки нашего тура – Беследская ГЭС. Это самая старая электростанция в Абхазии. Построил ее на свои деньги знаменитый князь Смецкий. На строительство ушло 4 года, и уже в 1909 году она обеспечивала центральную часть Сухума и часть городских перекрестков. В советское же время ГЭС обеспечивала электричеством и окрестные села. Беследская ГЭС – одно из самых красивых и загадочных сооружений в Абхазии, и, на мой взгляд, она достойна быть включенной в список обязательных для посещения мест во время путешествий по стране души. А как считаете вы, друзья? Пишите в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски из путешествий по стране души. До новых встреч, друзья! Пока!